Состоялась очередная 16-я сессия Якутской городской думы. Вел заседание председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Мы рассмотрели 21 вопрос. Основной вопрос касался отчета контрольно-счетной палаты города Якутска за 2024 год. Аудиторы и инспекторы контрольно-счетной палаты регулярно участвуют в заседаниях постоянных комиссий Якутской городской думы. Председатель постоянной комиссии Якутской гордумы по бюджетной и налоговой политике Сарглана Васильева подчеркнула, что контрольно-счетная палата провела и проводит большую работу по эффективному использованию бюджетных средств. С докладом выступил председатель контрольно-счетной палаты Виктор Ушницкий. За отчетный период контрольно-счетная палата Якутска провела 27 контрольных и 94 экспертно-аналитических мероприятия, проверив более 20 миллиардов рублей бюджетных средств. Составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Внесено 55 представлений и 6 предписаний с 478 рекомендациями по устранению нарушений. Подготовлено 20 заключений по муниципальным программам и 4 заключения по изменениям в бюджет на 2024-2026 годы. На момент составления отчета из общей суммы, подлежащих устранению нарушений и недостатков, в размере порядка 2 миллиардов рублей устранены из этой суммы 89,6%. Оставшиеся суммы нарушений и недостатков, подлежащие устранению, будут находиться на контроле контрольно-счетной палаты до полного исполнения представлений. Всего по итогам экспертно-аналитической работы выдано 298 предложений и замечаний, из которых были приняты и реализовано 229. За прошлый год контрольно-счетной палаты проверенным организациям направлено 55 представлений и 6 предписаний для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектами контроля в полном объеме рассмотрены и реализуются планы мероприятий по исполнению предложений и рекомендаций контрольно-счетной палаты. Также хочу отметить, что привлечено к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц муниципальных учреждений и уволено 3 должностных лица. На момент формирования отчета было исполнено полностью 37 представлений и 5 предписаний. В настоящее время по причине наступления продления сроков исполнения на контроле находится 18 представлений и 1 предписание. Срок исполнения представлений наступил в основном по итогам проверок, которые были проведены в конце прошлого года. В целом, по исполнению предложений контрольно-счетной палаты города Якутска по результатам проведенных контрольных мероприятий окружной администрации принято и внесены изменения в 12 муниципальных нормативно-правовых актов. И для исключения коллизий признано тративших силу 5 нормативно-правовых актов. В отчетном году были утверждены 29 муниципальных программ в новой редакции в связи с актуализацией нового периода реализации и утверждением новой стратегии социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. По итогам проведения экспертиз контрольно-счетной палаты даны ряд предложений и замечаний, из которых в настоящее время 55 приняты и внесены в постановление окружной администрации. Большая работа проведена по эффективному использованию средств в школьном питании начальных классов. Ранее сэкономленные во время актированных дней и вследствие других причин средства не осваивались. Теперь они будут направлены на повышение качества питания детей в школах. Также необходимо отметить, что одним из основных результатов деятельности контрольно-счетной палаты является принятие правительством республики наших рекомендаций в части внесения изменений в нормативные правовые акты республики. Так, решен вопрос о финансировании муниципального маршрута Якутска за счет средств государственного бюджета республики, как и период федерального законодательства в сфере организации регулярных пассажирских перевозок. Благодаря поддержке народных депутатов собрания документ, также членов правительства, данный муниципальный маршрут 1 января включен в перечень социально значимых муниципальных маршрутов республики. В настоящее время расходы на организацию данного маршрута осуществляются за счет средств госбюджета республики. Также в прошлом году, еще раз повторюсь, по инициативе контрольно-счетной палаты проведено масштабное общереспубликанское экспертно-аналитическое мероприятие по оценке организации школьного питания с участием 11 муниципальных контрольно-счетных органов республики. По итогам мероприятия установлен ряд системных нарушений и недостатков, в том числе одним из основных недостатков. Это у нас является несовершенство правовых актов, регулирующих организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов. Вследствие чего наблюдалось низкое освоение средств межбюджетных субсидий. Мы обратились к правительству республики с предложением внести соответствующие изменения в государственную программу по развитию образования
В свою очередь, правительством республики полностью поддержаны эти предложения, и постановлением от 25 февраля текущего года внесены соответствующие изменения в госпрограмму, в том числе порядок предоставления и распределения субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов. Также по информации Министерства образования республики, в целях упорядочения механизмов использования средств в настоящее время разрабатываются методические рекомендации по использованию данной межбюджетной субсидии. Когда ставлю на голосование принятие этого проекта решения в целом, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Также мы внесли изменения в нормативные правовые акты о бюджетном процессе на территории города Якутска, вопросы, связанные с землепользованием и застройкой в городе Якутске, и также ряд вопросов относительно изменений в нормативно-правовые акты о муниципальном контроле в сфере земельного и жилищного законодательства. Изменения в правила землепользования и застройки Якутска связаны, в частности, с обеспечением благоприятных условий проживания правообладателей земельных участков, внесение изменений в карты территорий, в границах которых предусматривается комплексное развитие территорий. Жилая застройка предполагается в кварталах 55 и 55А города Якутска в районе Залога. Среди других вопросов, рассмотренных на сессии, был вопрос о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. Решением сессии в селе Хатасцы проезду будет присвоено имя Семена Алексеевича Кузьмина, общественного деятеля в сфере развития сельского хозяйства, основоположника Ассоциации фермерских хозяйств Татинского улуса. В городе Якутске в микрорайоне Спортивный появится переулок, названный в честь Виктора Павловича Шидика, заслуженного тренера ЯССР, а также заслуженного тренера РСФСР. Мы приняли решение об установке памятника герою Советского Союза Федору Попову и об установке также памятника кавалеру ордена Отечественной войны первой степени Гаврилу Протодиаконову. Ну и рассмотрели также ряд наградных вопросов. Среди рассмотренных наград почетная грамота и нагрудный знак городского округа, знак отличия за заслуги перед здравоохранением, а также знак за заслуги перед Якутском. Также были обсуждены награды за вклад в развитие образования и молодежной политики города. На этом очередная 16-я сессия Якутской городской думы завершилась. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов принял участие в торжественной установке первой сваи нового здания маневренного фонда в жилом комплексе «Пионерский», который будет реализован в рамках муниципальной программы, направленной на переселение граждан из аварийного жилья в городском округе город Якутск на период с 2023 по 2027 год. Заказчиком выступает Департамент жилищных отношений городского округа город Якутск, а застройщиком является муниципальный специализированный застройщик Агентства по развитию территорий. Будет построено 9-этажное общежитие со 120 комнатами, которые предназначены для временного проживания людей, столкнувшихся с трудностями в жизни. Общежитие будет оснащено всем необходимым, чтобы обеспечить людям комфортное проживание. От имени Якутской городской думы тебя лично поздравляю с таким знаковым событием, с началом строительства первого маневренного фонда на территории нашего города Якутска. Стоит очень большая задача, чтобы мы к 30 году расселили весь ветхий и аварийный фонд на территории города Якутска. В этом объекте будут временно расселяться люди, которые попали в сложную, трудную жизненную ситуацию, не только, может быть, связанные с переселением из аварийных домов, но и, к сожалению, у нас город имеет большой деревянный фонд, часто случаются пожары в том числе, да, и людям просто негде жить. Поэтому этот маневренный фонд, он не будет пустовать, он крайне необходим городу. И сейчас вот с вводом этого объекта в следующем году, я думаю, что строительство и переселение, расселение из ветхого аварийного жилья у нас ускорится. Глава города Евгений Григорьев выразил уверенность, что общими усилиями будет произведен колоссальный рывок, и тысячи людей улучшат свои жилищные условия. Ведется работа совместно с правительством республики благодаря поддержке Александра Сергеевича Николаева.
по привлечению дополнительных инвестиционных кредитов. Надеемся, что это нам позволит еще в ближайшую трехлетку порядка 1 600 000 000 рублей привлечь для расселения ветхих аварийных жилья дополнительно. Ну и мы все ждем начала нового третьего этапа переселения с начала 2026 года. Как видите, сегодня даже без наличия этой программы мы не сидим на месте и шагаем навстречу к населению, чтобы решить те проблемы, которые есть у людей, проживающих в ветхом аварийном жилье. Реализация проекта маневренного фонда в жилом комплексе «Пионерский» станет решением актуальной проблемы аварийного жилья. Якутяне – труженики тыла. Увековечим имя каждого. Основную часть мы закончили по выявлению списка горожан, которые были представлены в награде. Это первый этап, мы прошли, архивные документы закончили. Сейчас идет второй этап, мы собираем воспоминания по школам. Мы опубликовали 1000 воспоминаний. Я думаю, к 9 мая мы подойдем к цифре, там вот несколько тысяч воспоминаний именно о тружениках тыла. Это вторая история. Третья история. Мы собираем историю вот этих предприятий, которые непосредственно работали в городе Якутске. По многим предприятиям есть музеи. В Орпе прекрасный музей. Большую краеведческую работу проводит хлебозавод. Я был у них в гостях, у них издана прекрасная книга по истории хлебозавода на других предприятиях. Нашей задачей к 9 мая собрать максимальное количество историй предприятий, на которых работали наши жители. Можно ли использовать иллюстрации портала? Те фотографии, которые уйдут в народ, они все у нас обозначены логотипом Якутского краеведческого музея. Поэтому, собственно, для этого мы их делали. Чтобы данная информация в виде фотографий, она была у наших жителей города Якутска. Это проект горожан. Все желающие, пожалуйста, собираем, просим, приглашаем, отправляйте информацию, готовы встречаться, приезжать, занимаемся этим проектом. Планируем максимально наполнить проект 9 мая, как подарок городу Дню Победы. Якутяне – труженики тыла. Увековечим имя каждого.